Работа по улучшению экологического состояния региона продолжается. На этот раз ингушские экологи провели рейд вдоль канала, расположенного в сельском поселении Троицкое. Незаконная прокладка канализационных труб и разбросанный мусор. Проблемы, с которыми часто сталкивается надзорная комиссия. К чему приводят подобные отношения к окружающей среде, расскажет Светлана Томова. Представители комитета экологии выехали на повторную проверку в сельское поселение Троицкое. Ранее, 2 месяца назад, они обследовали канал Сунжа. Тогда экологи обнаружили нелегально выведенные канализационные трубы прямо к реке. В тот раз владельцам частных домов выписали предписание об устранении нарушения. Как выяснилось сегодня, многие из них исправили свое, как говорится, народное творчество. Правда, один предприимчивый житель села прямо над каналом возвел за это время незаконное построение. Кто хозяин и почему разрешили здесь строить, никто из местной администрации ответить нам так и не смогли. Но ответственность за это он все же понесет, отмечают экологи. Юртми, олзы, садовый Троицкий канал яхжды ер. Ошта шолш, ашто, яндерш, ашто ашхиды. Сдахи до чи бубах, ракетжды, зюх шолжах, пруды чудожды ер. Вальз hazırlat şu mortige oyixi как хабаха канализационный, как бахап, oyixi бахап, 100 метров расстояние от оза грели. Я اشتغل شوربات oyixi. 10 метр جا نحبوش, oyixi нехер, игик азия, метик азия он خليزر. ده грели водный объект варжер, хуяхи син, а то водный объект природный хид охшда дадудождар. О хакар диран дали андали. Бехки вар хак хоругу то он халоху гуе, вот участковый бы администрация болхой бы. С халахалаха бех током от дали андали си. Еще одна неприятная картина предстала перед нашим взором – бытовой мусор, который местные жители скидывают в канал. Как отмечают представители администрации села, давить на совесть не всегда получается. Эта ситуация вновь и вновь повторяется здесь. Да, действительно, канал бывает грязным, мы его периодически очищаем, неделю, 2 недели раз. Но, с приходом дождей, с подъемом воды с речки сюда мы направляем воду. Бутылки, все это сбрасывается, это людьми сбрасывается. Мы сегодня убираем, утром приходим, опять эта картина у нас повторяется. Но мы его убираем периодически. Я не скажу, что каждый день, но периодически убираем по мере своей возможности. Убрали ли после предписания канализационные трубы местные жители, экологи проверяют всеми доступными способами. Где-то через забор перепрыгнут, а где-то, держа в руках арматуру, через заросли будут смотреть. Многие жители центральной улицы Шоссейной все же поняли, что канализационные трубы с нечистотами, которые они вывели прямо в канал, напрямую будут попадать в пруд города Сунжа и поспешили их убрать сразу после предупреждения. Уже давно, как я обещал, помнишь, неделю. Нет, тогда было, помнишь, в течение недели. Вот в течение недели все сделано. Сотрудники Комитета экологии республики пытаются донести до жителей, что в первую очередь такое катастрофическое состояние окружающей среды должно заботить их. И как вообще можно позволять себе и другим загрязнять место, где они живут. Но претензии, по всей видимости, у экологов не только к жителям села. Хотелось бы, конечно, большей активности администрации местного самоуправления, которые вообще самоустраняются от этих проблем и на своих территориях элементарный контроль не осуществляют. Муниципального контроля нет. На этой территории точно можно сказать, что он отсутствует. Участковые стоят, материалов составленных нет административно. Вот пока комитет не выйдет, не проведет рейдовые мероприятия на территории, сами администрации никаких мер не принимают. Всего в республике более 20 водоемов. За каждый из них необходимо ухаживать и более бережно к ним относиться. Представители Комитета экологии утверждают, что будут контролировать каждый такой водоем и наказывать рублем тех, кто халатно к ним относится. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24.